Это Марка 14 глава, мы будем читать с 1 стиха. Marka 14. nodaļa, lasīsim no 1. panta. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время, предать его. Вот известная нам всем история. Visiem mums pazīstamais stāsts. Я бы хотел обратить внимание на поступок этой женщины. Un es gribētu pievērst uzmanību šīs sievietes rīcībai. В этом поступке она проявляет к Иисусу, я назову 3 вещи. Šajā rīcībā viņa pret Jēzu izturās, un es nosaukšu tās 3 lietas. Она проявляет к Иисусу щедрость. Viņa parāda dāsnumu, Она проявляет к Иисусу веру ticību и любовь. un mīlestību. Щедрость, вера, Dāsnums, вера ticība и любовь. un mīlestība. Давайте начнем с первого. Проявление невероятной щедрости. Sāksim ar pirmo, tāda ļoti dāsna rīcība. Эта женщина, она тратит огромное состояние Šī sieviete tērē lielu mantu на Иисуса. Jēzum. В истории наше внимание, конечно же, сразу привлекает это масло, которое у нее есть. Un uzreiz uzmanību mums pievērš tā eļļa, kas viņai ir. У нее есть сосуд с маслом, Viņai ir tas trauks ar eļļu, нардовое масло, narda eļļa, которое она возливает на голову Иисуса. ko viņa lej Jēzum uz galvu. Мы читаем, это нард чистый, драгоценный. Un mēs lasām, ka tas ir tīrs un dārgs. Нард – это такое растение, Tas ir nardi, tāds augs, которое растет в Индии, kas aug Indijā говорят, на Гималаях, un runā то Himalajos, есть в горах. tātad kalnos. Вот тогда вы можете представить, что доставка такого продукта, особенно в то время, была дорогим. Un jūs varat iedomāties, ka, lai piegādātu tādu produktu, tajā laikā tas bija diezgan dārgi. То есть его нужно из Индии, из Гималайских гор доставить прямо до Израиля к этой женщине. Un tad no Indijas, no Himalaju kalniem, to jāatved pie tās, jānogadā tur, kur tā sieviete varētu nopirkt. Разумеется, это дорого стоит. Protams, tas maksā dārgi. Она тоже имеет определенные лечебные свойства. Un tam ir noteiktas ārstnieciskas īpašības. Вдобавок, это драгоценный парфюм. Un pie tam vēl tas ir tā kā dārga smaržūdens, Это духи. tā kā parfimērija. Подобные масла в то время были на самом деле инвестициями. Un tajā laikā tādas eļas tolaik bija kā investīcija. То есть человек, он, когда имеет достаточно денег, чтобы купить такую драгоценность, он ее покупает. Kad cilvēkam ir pietiekami naudas, lai nopirkt šo eļu, tad tas to pērk И он ее хранит. un glabā. Потому что ее легко хранить. Это маленькая, небольшая бутылочка, To viegli glabāt, tas ir neliels trauciņš, но она очень дорого стоит. bet tā maksā ļoti dārgi. И ее также можно потом продать, Un pēc tam arī to var pārdot, когда возникает какая-то нужда. kad parādās kāda vajadzība. То есть, возможно, эта бутылочка
нарда была семейной ценностью. Droši vien šī nardes pudeliņa bija tā kā ģimenes vērtējums. Возможно, она передавалась от родителей к детям, и, возможно, уже не в первом поколении. Un varbūt tika nodota no vecākiem bērniem, un varbūt arī ne pirmo paudzi. Возможно, когда-то, скажем, там, ее бабушка когда-то приобрела эту бутылочку, Varbūt, un teiksim, ka viņas vecmāmiņa kādreiz nopirka kaut kur iegādājās šo pudelīti. и теперь она вот дошла до этой женщины. Un tā ir nonākusi līdz šai sievietei. Это как инвестиция. Tas ir tā kā ieguldījums. Это как много денег в одной маленькой бутылочке. Tā kā daudz naudas vienā mazā trauciņā. Биткоин? Наверное. Bitcoins. Но, возможно, это была такая вот семейная ценность. И сам сосуд дорого стоил. Iespējams, tā bija tā ģimenes vērtība, un tas trauks arī dārgi maksāja. Сосуд тоже алавастровый, Tas arī bija tāds akmens trauks, тоже не дешевый. un arī nebija lēts. То есть такой каменный, из минерала. No minerāla tāda akmens. И что эта женщина делает? Она выливает все дорогое масло, Un ko šī sieviete dara? Viņa izlai visu šo dārgo eļļu, и для этого она разбивает дорогой сосуд. un tādēļ viņa sasit šo dārgo akmens trauku. Ученики, мы читаем, быстро сразу же провели оценку. Mēs uzreiz lasām, ka mācekļi ātri ļoti novērtēja to. И они сказали, Un viņi teica, что это масло можно было продать за 300 динариев. ka šo eļļu varētu pārdot par 300 И dināriem. здесь у Марка мы читаем, что некоторые из учеников это говорили. Šeit mēs šajā evaņģēlijā lasām, ka daži mācekļi to ir В teikuši. Евангелии от Иоанна мы читаем, что Иуда был главным, кто это говорил. Un Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka galvenais bija Jūda, kas to teica. Но они вот так вот сразу же могли оценить Bet viņi tā uzreiz varēja novērtēt. и сказали, что можно было продать за 300 динариев. Un pateica, ka to varētu pārdot par 300 dināriem. 300 динариев – это большие деньги. 300 dinārī tā ir ļoti liela nauda. Вы наверняка знаете, что 1 динарий – это примерно дневная зарплата простого работника. Jūs droši vien zinat, ka 1 dinārijas ir vienkārši strādnieka dienas alga. Это деньги, которые один человек получает за такую несложную работу в день. Tā ir tā nauda, ko viens cilvēks saņem, pildot tādu nevisai grūtu darbu dienā. Ну, следовательно, 300 динариев – это годовая зарплата. Un 300 dinārī tā ir gada alga. Потому что посчитайте, 50 с чем-то недель в году. Tad saskaitiet 50 nedēļas gadā. Каждой неделе есть суббота, в которую не работает человек. Katrā nedēļā ir sestdiena, kad cilvēks nestrādā. Значит, 300 минус 50, 300 minus 50. точнее, 360 минус 50. 360 В общем, minus 50. получается Kopumā годовая зарплата. sanāk gada alga. 300 дней примерно они работают в год. Piemēram, 300 viņi dienas strādā gadā. Это огромная сумма денег. Tā ir milzīga nauda. Сейчас годовая зарплата, если мы посчитаем, Ja mēs tagad saskaitīsim, tad gada alga это 1000 евро у нас с tad вами. būs 1000 eiro. Представьте, что вот у вас есть такая вот бутылочка, которая стоит 1000 евро. Iedomājieties, ka jums ir tāds trauciņš, kas maksā 1000 И вот такую eiro. вот бутылочку она разбивает и Un tādu- выливает все масло на Иисуса. Trauciņu viņa sasit un visu eļļu izlai pāri Вот Jēzum. нам нужно понять, насколько это было дорого. Mums vienkārši jāsaprot, cik dārgi tas bija. Это была не дешевая бутылочка. Tas nebija lēts trauks. Это стоило огромных денег. Tas maksāja milzīgu naudu. В Марка 6 главе, Marka 6. nodaļā, где Иисус умножает хлеб и кормит 1000 народов, kur Jēzus pavairo maizi un baro 1000 cilvēku. там ученики говорят, что нужно около 200 динариев, чтобы накормить 5000 людей. Tur mācekļi saka, ka vajag apmēram 200 dināriju, lai pabarotu 5000 cilvēku. В той истории они тоже проводят оценку, Tajā stāstā viņi arī novērtē. только там они оценивают, чего у них нет. Tur viņi novērtē to, kas viņiem И nav. говорят, вот нужно было бы 200 динариев, около 200 динариев, чтобы накормить 5000 Un viņi человек. tur saka, ka vajag apmēram 200 dināriju, lai pabarotu apmēram 5000 cilvēkus. Но 5000 это не считая женщин и детей.
5000 neskaitot sievietes un bērnus. То есть еще больше. Tad число. vēl vairāk cilvēku tur bija. То есть 200 динариев – это достаточно, чтобы накормить всех. 200 dināriju ir pietiekami, lai pabarotu visus. А ее бутылочка стоит 300 динариев. Viņas pudelīte maksā 300 dināriju. Еще больше. Vēl vairāk. Смысл в том, что Nozīme tāda, ka эта жертва с ее стороны tas bija upuris no viņas puses. очень дорого стоила. Tas ļoti dārgi maksāja. Это не было просто то, что у нее завалялось где-то дома на полочке. Tas nebija kaut kas, kas viņai tur mājās uz plauktiņa stāvēja. Ну и она взяла так, Un viņa tā ничего paņēma, особенного. nekas tāds īpašs. Она наверняка это где-то хранила, Droši vien viņa tur to kaut kur glabāja. возможно, где-то прятала. Varbūt kaut kur slēpa. Это огромная ценность. Milzīgs vērtējums tas ir. Это наверняка была самой дорогой вещью, которая у нее вообще была. Droši vien tā bija visdārgākā lieta, kas viņai bija. Самое ценное, что у нее было дома. Visvērtīgākais, kas viņai bija. Не просто украшение, Ne vienkārši kāda rota, не просто красивый сосуд. ne vienkārši Vāzička. skaists trauks, vāzīte. Нет, это что-то ценное, что нужно хранить, что нужно держать при себе. Nē, tas bija kaut kas vērtīgs, ko vajadzēja glabāt un turēt pie sevis. И она выливает все. Un viņa visu izlēja. Она разбивает сосуд, Un viņa sasit šo trauku. она выливает до последней капли. Viņa izlēja visu līdz pēdējai lāsītei. Не половину, Ne pusīti, не 3/4. ne trīsdaļas. Она все выливает, Viņa visu izlēja. ничего не оставляя себе. Neko viņa neatstāja sev. Она проявляет таким образом невероятную щедрость к Иисусу. Un tādā veidā viņa parāda lielu dāsnumu attiecībā pret Jēzu. Давайте подумаем, как мы можем последовать примеру женщины Padomājam, kā mēs varam sekot viņas piemēram и проявлять такую же щедрость к Иисусу. un parādīt tādu pašu dāsnumu pret Jēzu. Ведь его нет на земле телесно. Jo tagad viņš nav miesā virs zemes. Мы не можем, как женщина, прийти к нему и помазать его маслом. Un mēs nevaram kā šī sieviete atnākt un svaidīt viņu ar eļļu. Но что мы можем сделать? Bet ko mēs varam izdarīt? Я думаю, мне не нужно вам доказывать, что женщина правильно поступила. Es domāju, ka man nevajag jums pierādīt, ka sieviete rīkojas В pareizi. истории это ясно нам показано. Она правильно сделала. Stāstā skaidri mums tas ir parādīts, ka viņa to pareizi darīja. Следовательно, нам стоит следовать ее примеру. Но как нам это делать? Tātad mums jāsako viņas piemēram, bet kā to darīt? В этой истории дальше заходит речь о нищих. Šajā stāstā tālāk tiek runāts par nabagiem. Ученики говорят, можно было бы же продать это масло и раздать нищим эти деньги. Mācekļi saka, ka varētu pārdot šo eļļu un izdalīt naudu nabagiem. И вы заметили, Иисус, Он ответил, Jūs pamanījāt, kā Jēzus atbildēja? Он не сказал, что в этом нет правды. Viņš nepateica, ka tur tajā nav patiesības. Он не сказал, что нищим не нужно ничего давать. Viņš nepateica, ka nabagiem neko nevajag dot. Но Он сказал, что в этот момент Bet viņš teica, ka šajā momentā она поступила правильно. šī sieviete rīkojas pareizi. А нищих вы всегда имеете с собой, Nabagi vienmēr jums ir blakus. и вы можете всегда им помочь. Un jūs varat vienmēr viņiem То есть Иисус palīdzēt. не отменяет помощь нищим. Jēzus neatcēla palīdzību nabagiem. Он говорит, что в этот момент Viņš saka, ka šajā это было momentā важнее, tas bija потому что svarīgāk, ее действие jo viņas darbība было пророческим. bija pravietiska. Она помазала его тело Tā к svaidīja погребению. viņas miesu bērēm. Но я думаю, что мы можем проявлять подобную щедрость Bet es domāju, ka mēs varam izrādīt līdzīgu dāsnumu к Иисусу, pret Jēzu, когда мы исполняем один простой духовный принцип, kad mēs izpildām vienu vienkāršu garīgo principu, который Иисус дал своим ученикам. ko Jēzus ir devis saviem mācekļiem. Он своих учеников учил, Viņš mācīja saviem mācekļiem, что вы сделали одному из меньших сих, ko jūs izdarījat vienu no šiem mazajiem brāļiem, то вы сделали мне. to jūs darījāt man. А кто эти меньшие, о которых говорит Иисус? Kas ir tie mazākie brāļi, par kuriem runā Jēzus? Давайте прочитаем. Izlasīsim. Евангелие Матфея, 25 глава, Mateja evaņģēlija 25. nodaļu. 37 по 40 стихи. No 37. līdz 40. pantiem. Он рассказывает притчу и говорит: Viņš tur stāsta līdzību. «Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, где мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?
когда мы видели тебя странником и приняли? Или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе? Они задают эти вопросы, потому что Иисус им в этой притче отвечает и говорит: Jo viņi uzdod šos jautājumus, jo šajā līdzībā Jēzus viņiem atbild un saka, Он им дает награды viņš dod balvas, за то, что они так с Ним поступили. ka viņi tādā veidā ar viņu rīkojās. Они Его накормили, Viņi viņu pabaroja, они Его напоили, padzirdināja, они Его одели, apģērba, они Его навестили. apciemoja viņu. А они спрашивают, когда мы такое Un делали? viņi prasīja, kad mēs to visu esam darījuši. Мы такого не помним. Mēs to neatceramies. Иисус, спасибо за награду, которую Ты нам даешь, но мы такого Тебе не делали. Jēzus, paldies par to balvu, ko tu mums dod, bet mēs tev tādu lietu neesam darījuši. И тогда мы читаем. Un tad mēs lasām. И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Вот принцип. Lūk, princips. То, что вы сделали этому меньшему брату, To, ko jūs izdarījat šim mazākajam brālim, Иисус говорит, это вы сделали мне. Jēzus saka, to jūs darījāt man. Кто эти меньшие? Kas ir šie vismazākie? Это голодные, Tie ir izsalkuši, это жаждущие, tie, kam slāpst, это странники, tie ir ceļnieki, это не svešinieki, имеющие одежды, tie, kuriem nav apģērba, это заключенные, tie ir ieslodzītie это больные. un slimie. Иисус говорит, когда ты к ним проявляешь милость, Jēzus saka, ka tu pret tādiem izrādi žēlastību. это как будто бы ты проявляешь милость ко мне самому. Tu it kā izrādi šo žēlastību pret mani. Тогда очень просто. Tad ļoti viegli. Как мы можем проявить такую щедрость, как эта женщина к Иисусу? Kā mēs varam izrādīt tādu dāsmu kā šī sieviete pret Jēzu? Найдите нуждающегося Atrodiet tam, kas ir trūcībā, и проявите такую щедрость к нему, un izrādiet tādu dāsmu pret viņu, к тому, кто нуждается, pret to, kam tā ir к тому, vajadzība, кто болен, pret to, kas ir к slims, тому, кто голодает, kas ir izsalcis, кто жаждет, kas ir у izslāpis, которого нет одежды, kam nav apģērba, который заключен, kas ir ieslodzīts, тот, кто в трудностях, kas ir grūtībās, в испытаниях. pārbaudījumos. Вот найдите такого человека Atrodiet tādu cilvēku и помогите ему. un palīdziet viņam. И проявите невероятную щедрость к этому человеку. Un izrādiet tādu dāsmu pret šo И cilvēku. Иисус говорит, когда вы милуете этого человека, Un Jēzus saka, kad jūs esat ar žēlastību attiecis pret tādu cilvēku, вы милуете меня. jūs esat žēlojis mani. Когда вы щедры к нему, Kad jūs esat dāsns pret viņu, вы щедры ко мне. jūs esat dāsni pret mani. Когда вы одеваете его, Kad jūs viņu apģērbat, вы одеваете меня. jūs apģērbat mani. Нам нужно научиться в людях как будто бы видеть Иисуса. Mums jāiemācās cilvēkos redzēt Jēzu. Видеть нуждающегося и заметить Иисуса в этом человеке. Redzēt trūcīgo un pamanīt šajā cilvēkā Jēzu. И помочь этому человеку. Un palīdzēt šim Зная, cilvēkam. что когда мы помогаем ему, Zinot, ka mēs viņam palīdzam, это как будто бы мы благословляем самого Христа. tad mēs it kā svētam pašu Kristu. Это первое, что женщина делает. Tas ir tā Или ir pirmā одно из- lieta. Она Viena no проявляет щедрость. tā, ko dara šī sieviete, viņa izrāda dāsnumu. Второе, Otrā lieta. она проявляет твердую веру. Viņa izrāda stipru ticību. Каким образом? Kādā veidā? Она жертвует то, что могло бы оказаться ее подушкой безопасности. Viņa ziedo un upurē to, kas varētu būt viņas kā drošais pilvens. Вера, она всегда требует, чтобы был какой-то объект веры. Ticība prasa, lai ir kāds ticības objekts. Объект веры, то есть что-то, во что ты веришь. Ticības objekts tas ir tas, kam tu tici. Что-то, чему ты доверяешь. Tas, kam tu uzticies. Во что я верю. Kam es ticu? На что я полагаюсь. Uz ko es paļaujos? Например, можно полагаться и верить в себя. Var paļauties un ticēt sev. Вы встречали piemēram. таких людей? Jūs satikāt tādus cilvēkus? Я много встречал. Они говорят, Es ļoti daudz satiku, un viņi saka, ну, я не совсем верю в Бога, no, es nepavisam ticu но я Dievam, верю в себя. bet es ticu sev. То есть человек на себя полагается, Cilvēks paļaujās uz sevi, на свои способности, на свои savām силы, spējām, stiprumu, на то, что у него получится,
uz to, ka viņam sanāks. Кто-то полагается на деньги. Kāds paļaujās uz naudu. То есть он верит в эти деньги. Viņš tic šai naudai. Он верит, что они ему помогут, его спасут. Viņi tic, ka tie palīdzēs un izglābs viņu. Некоторые полагаются на других людей, Citi paļaujas uz citiem cilvēkiem. доверяются полностью им, Pilnībā viņiem uzticās, надеясь, что вот эти люди, cerot, ka šie cilvēki, они окажутся моим спасителем. tie būs mani glābēji. И обычно эти люди, на которых другие вот так вот смотрят, это люди на каких-то высоких местах. Un parasti šie cilvēki, uz kuriem skatās citi, ir ieņēma tādas augstos amatus. Вот они имеют власть, они имеют деньги, они имеют... Viņiem ir Что-либо. vara, nauda, viņiem kaut kas pieder, И вот я доверяю ему, этому человеку. un es uzticos viņam, šim Я верю в cilvēkam. него. Es viņam ticu. А можно также доверяться Богу. Var arī uzticēties Dievam. Из-за ценности этой маленькой бутылочки Šī maza trauciņa vērtības dēļ мы можем полагать, что объект веры этой женщины было это масло. mēs varam domāt, Возможно. ka šīs sievietes ticības objekts bija šīs eļas trauciņš. Возможно, эта бутылочка была объектом ее веры Varbūt šīs trauciņš bija viņas ticības objekts раньше. agrāk. Вот во что она верила, Tas, kam viņa чему ticēja, она доверялась, kam uzticējās, на что она uz полагалась. ko paļāvās. Например, Piemēram, она знает, имея это масло, zinot, ka viņai ir šī eļa, что при болезни un ja viņa būs saslimusi, она сможет это масло использовать. viņa varēs šo eļu izmantot. При бедности Nabadzībā она сможет это масло продать. viņa varēs šo eļu pārdot. Таким образом, она могла надеяться на это масло, Tādā veidā viņa varēja cerēt uz šo eļu, что в трудную минуту ka grūtajā mirklī масло ее спасет. tā eļa viņu izglābs. Ну или, по крайней мере, те деньги, которые она получит, когда продаст его. Vai vismaz tā nauda, ko viņa saņems, kad pārdos to. Несложно представить, что так это и было. Nav grūti iedomāties, ka tas tā arī bija. Это, возможно, был объект ее веры. Iespējams, tas bija viņas ticības objekts. И здесь тоже мы видим духовный принцип. Un šeit mēs arī redzam garīgo principu. Вера в Иисуса требует того, чтобы мы отказались от всех других таких объектов. Ticība uz Jēzu prasa, lai mēs atteiktos no visiem tādiem līdzīgiem Вера objektiem. в Иисуса требует того, чтобы мы отказались от веры во что-либо другое. Ticība uz Jēzu prasa, lai mēs atteiktos no ticības kaut kam citam. Если мы доверяем Иисусу по-настоящему, Ja mēs pa īstam uzticamies Jēzum, тогда мы уже не ищем надежды в чем-то еще другом. tad mēs nemeklējam cerību kaut kā citā. Только на Его милость надеемся. Mēs ceram tikai uz viņa žēlastību. Мы не можем надеяться на наше имущество и на Иисуса. Mēs nevaram cerēt uz mūsu mantu un arī uz Jēzu. Нужно выбрать. Vajag izvēlēties. Либо я полагаюсь на Иисуса, Vai es paļaujos uz Jēzu, либо я полагаюсь на свои вещи. vai es paļaujos uz savām lietām. И мы таким образом Un tādā veidā прославляем Иисуса, mēs pagodinam Jēzu. тогда, когда мы отказываемся от всех других спасителей. Tad, kad atsakamies no visiem citiem glābējiem. Вы скажете, может быть, ты имеешь в виду, что мне нужно продать все, что я имею? Un tad jūs varat pajautāt, varbūt tu gribi, ka es pārdodu visu, kas man pieder? Возможно. Iespējams. Был человек, которому Иисус именно так и сказал. Bija cilvēks, kuram Jēzus tieši tā arī teica. Он не говорит так каждому, Viņš nesaka to katram, но, возможно, некоторым bet varbūt dažiem это действительно нужно. tas tiešām ir nepieciešams. Потому что мы так привязаны к своим Jo вещам. mēs esam tā pieķerti savām lietām. Мы так на них уповаем, так на них надеемся. Mēs tā paļaujamies uz ceram uz tām И боимся, что будет, если мы их потеряем. un baidamies, kas būs, ja mēs to zaudēsim. Вот, возможно, в таком случае Un tādā gadījumā ir iespējams, нам действительно нужно избавиться от этого. ka mums tiešām vajag no tā atbrīvoties. Радикально. Radikāli. Потому что это нас удерживает Jo tas notur mūs от веры в Иисуса. no ticības Jēzum. Третье. Trešā lieta. Она проявляет глубокую любовь к Иисусу. Viņa izrāda dziļu mīlestību pret Jēzu. Думаю, вы согласитесь, что
на такое действие ее могла побудить только настоящая любовь. Domāju, ka jūs piekritīsiet, ka tādai darbībai viņu varēja pamudināt tikai īstā mīlestība. Сильная любовь Spēcīga mīlestība к Иисусу. pret Jēzu. Всегда будут те, которые не понимают и критикуют других за посвящение. Vienmēr būs tādi, kuri nesaprot un kritizē citus par viņu nodošanos. Которые смотрят, как человек вот полностью пытается посвятить свою жизнь Богу, Tie, kuri skatās, kā cilvēks pilnīgi centās veltīt savu dzīvi Dievam, и все отдать Иисусу, visu atdot Jēzum, и они смотрят на него, этого человека, viņi skatās uz šo cilvēku и не понимают его, un nesaprot и to, критикуют его за это. kritizē viņu par И это то, to. что здесь происходит. Tas, kas notiek šeit. Тут есть ученики некоторые, Te ir daži mācekļi. мы знаем, что это был Иуда, Mēs zinām, ka tas bija Jūda. и они критикуют женщину за эти действия. Un viņi kritizē sievieti par šo darbību. Они критикуют ее за то, что она сделала. Viņi kritizē viņu par to, ko viņa ir Они darījusi. называют ее действие тратой. Viņi sauc to viņa darbību par izšķirdību. Она потратила масло впустую. Viņa izterēja to eļu pa tukšo, А ведь могла продать, bet taču varēja а ведь могла pārdot, раздать нищим. varēja sadalīt nabagiem. Так же и сейчас. Arī tagad. Всегда найдутся люди, которые будут критиковать тех верующих, Vienmēr atradīsies cilvēki, kuri kritizēs tos ticīgos, которые всю жизнь посвящают Иисусу, kuri visu dzīvi velta Jēzum, которые так много времени проводят в служении, kuri tik ilgu laiku pavada kalpošanā, которые оставляют свою карьеру для того, чтобы служить Иисусу, kuri atstāja savu karjeru, lai kalpotu Jēzum, которые продают свое имение, раздают нищим, kuri pārdod savu mantu un sadala nabagiem, которые уезжают куда-то в Африку, в непонятное селение, чтобы там быть миссионерами. kuri aizbrauc kaut kādā Āfrikā, kaut kādā nesaprotamā ciematā, lai tur kalpotu. Всегда будут люди, которые будут за это критиковать, Vienmēr būs cilvēki, kuri par to kritizēs, которые будут говорить, это слишком много, kuri teiks, tas ir pārāk daudz, это трата. tas ir tēriņš. Ты ведь смог потратить свои деньги, умения, талант на другое. Tu varētu Более tērēt ценное. savu naudu, mantu kaut kam citam, kaut kam vērtīgākam. Всегда такие люди найдутся. Vienmēr tādi cilvēki būs. И в ответ на это я бы мог пытаться дать какие-то аргументы. Un atbildot uz to, es varētu dot kādus argumentus. Я бы мог говорить о том, что нет, это все же того стоит. Es varētu pateikt, nu nē, tas ir to vērts tomēr. Что это все же правильно. Ka tas tomēr ir pareizi. Но это сложно объяснить тому человеку, который Иисуса не любит. To ir grūti paskaidrot tam cilvēkam, kurš nemīl Jēzu. Если человек не любит Иисуса всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей силой, Ja cilvēks nemīl Jēzu ar visu dvēseli, spēku un visu, kas viņam pieder, ему будет сложно объяснить, что оно того стоит. viņam būs grūti paskaidrot, ka tas ir to vērts. Это то, что Дух Святой в человеке делает. Tas ir tas, ko svētais gars dara cilvēkos. Как эта женщина пришла в такое состояние, Kā šī sieviete nāca līdz tādam что stāvoklim, она решила пожертвовать такую ценность для Иисуса. ka viņa nolēma veltīt tādu dārgumu Jēzum. Она его полюбила всем сердцем. Bet viņa mīlēja to no visas А это то, sirds. что Святой Дух в ней сделал. Un tas ir tas, ko svētais gars viņā darīja. Поэтому я бы мог пытаться убедить Es аргументами всех, что оно того стоит. pārliecināt jūs visus ar argumentiem, ka tas ir to vērts. Но я не буду этого делать. Bet es to nedarīšu. Потому что, чтобы это понять, Jo, lai to saprastu, нужно Иисуса по-настоящему любить. vajag patiešām mīlēt Jēzu. И когда мы Его любим, Un kad mēs to mīlam, всем, что в нас есть, ar visu, kas mūsos ir, тогда мы начинаем видеть ясно, tad mēs skaidri sākam redzēt мы понимаем, это не было тратой, un saprotam, ka tas nebija lieki, это было уместно. ka tas bija vietā. Для того, кто любит даже такой драгоценный подарок, это понятно. Tas, kurš mīl, pat tāds dārgs trauks, tas ir pats par sevi saprotams. Для того, кто не любит, Tam, kas nemīl, это всегда будет трата. vienmēr tas būs liekais tēriņš. Иисус говорит, что эта женщина сделала ему доброе. Jēzus saka, ka šī sieviete viņam darīja labu Вот lietu. это вот слово «доброе» на греческом, это не просто
морально хорошее. Grieķu valodā šis vārds laba lieta nav vienkārši morāli labs. Это не просто доброе в том смысле, что не злое. Tas nav vienkārši ka labs un tas nav ļauns. Нет, это также означает что-то красивое, Tas arī nozīmē kaut ko skaistu, прекрасное. brīnišķīgu. То, что она сделала, это было правильно, To, ko viņa izdarīja, tas bija pareizi, но это было также прекрасно. bet tas arī bija brīnišķīgi. Это было проявлением любви. Tā bija mīlestības izpausme. Что-то красивое, чем ты можешь восхищаться. Kaut kas skaists, ko tu vari apbrīnot. И интересно отметить, что в повествовании Interesanti pamanīt, ka šajā vēstījumā действия этой женщины, вот эта вот история, šīs stāsts un šīs sievietes darbība она с двух сторон, с начала и с конца, no abām pusēm sākumā un beigās окружается чем-то более злым. ir aplenkta ar kaut ko tādu diezgan ļaunu. Кто были в библейской школе, вы знаете, Kas bija Bībeles skolā, jūs zināt, интеркаляция interkalācija, или сэндвич Марка, Vai- бутерброд, sandvič, sviesmaize, когда есть одна история, kad ir viens stāsts, которая с двух сторон окружается еще другой историей. kura no abām pusēm ir aplenkta vēl ar citu stāstu. И это один из таких примеров. Un tas ir viens no tādiem В piemēriem. 14 главе, в 1 стихе мы читаем. 14. nodaļā, 1. pantā mēs lasām. «Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить». И тогда начинается эта история про женщину. Un pēc šiem vārdiem sākās šī stāsts par sievieti. А после истории Un pēc stāsta мы читаем в 10 стихе. 10. pantā mēs lasām. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, тем же самым, которые были в начале, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его». Таким образом, у нас контраст. Tādā veidā mums ir kontrasts. В начале и в конце у нас злоба и предательство, Sākumā un beigās mums ir ļaunums un nodevība, а посередине bet pa vidu у нас это щедрость, вера и любовь. mums tas ir dāsnums, ticība un mīlestība. Таким образом, Марк приглашает нас сравнить. Un tādā veidā Marks aicina mūs salīdzināt. Вот сравните действия первосвященников и Иуды Salīdziniet priesteru un jūdas darbību Сравните их действия с поступком этой женщины. un salīdziniet viņu darbību ar sievietes rīcību. Что делает Иуда? Ko dara Jūda? Иуда готов пожертвовать Иисусом, Jūda ir gatavs ziedot vai upurēt Jēzu, чтобы получить lai saņemtu деньги, naudu, богатство. bagātību. Женщина поступает совершенно наоборот. Sieviete rīkojas tieši otrādi. Она жертвует богатством, Viņa ziedo чтобы bagātību, пожертвовать для Иисуса. lai to ziedot Jēzum. Иуда действует совершенно наоборот. Jūda dara pavisam otrādi. Почему? Kāpēc? Потому что он не любит Jo viņš nemīl так, как любит она. tā, kā viņa mīl. В нем нет этой любви. Viņam nav šīs mīlestības. В этом мы видим, как он ценит Иисуса. Un šeit mēs redzam, cik ļoti viņš vērtē Jēzu. Иуда продает его за сребреники. Jūda viņu pārdod par sudraba naudu. Мы знаем 30 серебряников. Mēs zinām, ka viņš nodeva to par 30 sudraba naudu. Для Иуды это достаточная цена. Jūdam tā ir pietiekama cena. Да, Иисус, он вот этого стоит. Jā, Jēzus ir vērts to. Этого достаточно. Я Pietiekami. вам Иисуса, Es jums Jēzu, а вы мне эти деньги. jūs man šo naudu. А 30 серебряников это сколько? 30 sudraba naudas, cik tas ir? Говорят, что это примерно 120 динариев. Apmēram 120 dinārī. Один серебряник это около 4 динариев. Viena sudraba naudiņa, tas ir apmēram 4 dinārijas. Значит, 30 это 120 Tad динариев. 30, 120 dināriju. Женщина потратила на Иисуса 300 динариев. Sieviete ziedoja Jēzum 300 dināriju. Иуда предал Иисуса примерно за 120. Jūda nodeva Jēzu, piemēram, par 120. Меньше половины. Mazāk nekā puse. Вы видите, какие у них разные сердца? Redziet, cik dažādas sirdis viņiem. Вы видите любовь этой женщины Jūs redzat šīs sievietes mīlestību и отсутствие любви в Иуде. un mīlestības trūkumu Jūdā. Он ищет себе выгоды. Viņš meklē sev izdevību. Даже когда он говорит о помощи нищим,
Tad, kad viņš runā par palīdzību nabagiem, мы знаем, что это не искренне. mēs zinām, ka tas nebija patiesi. В Евангелии от Иоанна мы читаем в той же самой истории, Jāņa evaņģēlē tajā pašā stāstā mēs lasām, что сказал же он это про бедняков не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежные ящики, носил, что туда опускали. Он ищет только себе выгоды. viņš meklē izdevību tikai sev, За счет Иисуса. uz Jēzus rēķina. Он ищет для себя выгоды. Viņš meklē izdevību sev, А женщина, она ничего не ожидает взамен. bet sieviete neko negaida pretī. Она отдает Иисусу. Viņa atdod Jēzum. Она жертвует для Иисуса. Viņa ziedo Jēzum. Она поставила Иисуса в центре всего Viņa Jēzu lika visā centrā и отдала для него самое дорогое. un atdeva viņam visdārgāko. Вы заметили, что ее имя не упоминается даже? Jūs pamanījāt, ka pat viņas vārds nav pieminēts. Хотя из Евангелия от Иоанна мы знаем ее имя. Kaut gan lasot Jāņa evaņģēliju, mēs zinām viņas Это vārdu. Мария, сестра Лазаря. Tā ir Marija Lācaras Но здесь māsa. Марк, он даже ее имени не упоминает. Bet Marks pat nepiemina viņa Это vārdu. просто женщина. Tā ir vienkārši sieviete. Просто безымянная женщина. Sieviete bez vārda. А вы любите Иисуса настолько? Vai jūs mīlat Jēzu tik daudz, tik stipri? Мы с вами любим Иисуса настолько, Vai mēs mīlam Jēzu tik, что мы готовы отдать для Иисуса самое дорогое и самое ценное, что мы имеем, ka esam gatavi iedot Jēzum visvērtīgāko un dārgāko, kas mums pieder? и пускай даже никто нашего имени не вспомнит. Un lai pat neviens neatcerās mūsu vārdu. Пускай даже наше имя исчезнет из памяти всех. Lai arī mūsu vārds pazūd no visu cilvēku atmiņām. Или же мы, может быть, готовы Иисусу дать что-то ценное, Varbūt jūs esat gatavi iedot Jēzum kaut ko vērtīgu, но с условием, что мы будем за это известны. bet par nosacījumu, ka mēs būsim pazīstami ar to. Имя этой женщины Šīs sievietes vārds Евангелие от Марка даже не упоминается. Marka evaņģēlē pat nav pieminēts. Как будто бы это даже не важно. It kā tas pat nav svarīgi. Она не в центре всего. Viņa nav visa centrā. Иисус там. Jēzus ir tur. И это она его ставит в центр. Viņa liek viņu centrā. Она его ценит превыше всего. Viņa viņu vērtē vairāk par visu. И после этой жертвы Un pēc šī upura Иисус все же говорит, Jēzus tomēr saka, везде, где будет проповедоваться Евангелие, visur, kur būs pasludināts evaņģēlijs, о ней будут говорить. runās par viņu. Вы думаете, она делала это, Jūs domājat, viņa darīja to, чтобы получить такую награду от Иисуса? lai saņemtu tādu balvu no Jēzus? Я не думаю. Es nedomāju. Она это от чистого сердца делала. Viņa to darīja no tīras sirds. А потом Иисус ее наградил. Un pēc tam Jēzus viņu apbalvoja. И заметьте, Un pamaniet, сегодня мы говорим про эту женщину. šodien mēs runājam par šo sievieti. Когда-то, 2000 лет назад, была такая женщина, Kādreiz 2000 gadus atpakaļ bija tāda sieviete, которая совершила kura вот izdarīja это вот действие. šādu Она darbību. помазала Иисуса этим драгоценным маслом. Viņa svaidīja Jēzu ar šo dārgo eļļu. И сегодня, 2000 лет спустя, Un šodien, 2000 gadus pēc, мы еще это вспоминаем. mēs vēl atceramies to. И пройдет еще 2000 лет, Un paies vēl и все 2000 равно gadi. ее будут вспоминать. Tāpat viņu atcerēsies. То, что она сделала. To, ko viņa bija darījusi. Потому что это было так ценно. Jo tas bija tik vērtīgi. Обратите внимание, ее имя не упоминается. Pievērsiet uzmanību, viņas vārds nav pieminēts. Имя Иуды тоже не упоминается. Arī Jūdas vārds nav pieminēts. Иоанн в своем Евангелии упоминает и того, и другого. Jānis savā evaņģēlijā piemin gan vienu, gan Он упоминает, otru. что это была Мария, Viņš pasaka, ka tā bija Marija, он упоминает, что это был Иуда. un viņš saka, ka tas bija Jūda. Сколько Марии вы знаете? Cik Marijas jūs pazīstat? А сколько Иуд вы знаете? Un cik Jūdu jūs zināt? Никого так не называют. Nevienu uz tā nesauc. Он своими действиями, Viņš ar savu darbību он своим поступком un ar savu rīcību
Заслужил то, что его имя знают все, Nopelnījis to, ka viņa vārdu zina visi, но его имя не нравится никому. bet šīs vārds nepatīk nevienam. А эта женщина, Bet šī sieviete, ее имя Марк не упоминает, viņas vārdu Marks nepiemin, а ее именем называют так bet ar много девушек. viņas vārdu sauc tik daudz meitenes. Это о чем-то нам должно говорить. Tam par kaut ko mums ir jāsaka. Это чему-то должно нас научить. Un kaut kas mums jāiemācās no šī. Она проявила к Иисусу глубокую любовь. Viņa izrādīja pret Jēzu dziļu mīlestību. Ее критиковали за ее щедрость и посвящение Иисусу. Viņu kritizēja par viņu dāsnumu un nodošanos Jēzum. И также будут критиковать любого, кто последует ее примеру. Un arī kritizēs jebkuru, kurš sekos viņas piemēram. Люди будут продолжать называть это пустой тратой. Cilvēki turpinās to nosaukt par lieko tēriņu. Тратой ресурсов, сил, талантов, времени. Tēriņu, spēku, talantu. Ну вот на какой мысли я бы хотел закончить. Bet ar kādu domu es gribētu pabeigt? Позже, в той же самой главе, Vēlāk, tajā pašā в nodaļā, 24 стихе, 24. pantā, Иисус говорит своим ученикам: Jēzus saviem mācekļiem saka: «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Он дает им вино на последней вечере. Pēdējā vakara ēdienā viņš padod viņiem vīnu. И это в той же самой главе. Tas ir tajā pašā И он nodaļā. говорит своим ученикам: Un saviem mācekļiem viņš saka: «Вот моя кровь, Lūk, manas asinis за многих par изливаемая». daudziem top izlietas. Видите, женщина, она вылила дорогое масло, Redziet, sieviete izlaiž dārgo eļļu, а Иисус пролил драгоценную кровь. bet Jēzus ir izlaidis dārgās asinis. Что было дороже? Kas bija dārgāks? Масло Eļļa, 300 динариев 300 dinārija или кровь vai Jēzus asinis? Иисуса Христа? Что дороже? Kas ir dārgāks? Кто больше потратил? Kas izterēja vairāk? Кто сделал больший подарок? Kurš deva lielāko dāvanu? Женщина, Sieviete, которая потратила 300 динариев, kuri izterēja 300 этом масле. dināriju par šo eļļu, или Иисус, vai Jēzus, который пролил свою кровь? kurš izlāja savas asinis? Некоторые говорили: зачем тратить масло? Daži teica, kāpēc jātērē eļļa? А мы можем спросить: а зачем тратить Иисуса? Un tad varam prasīt mēs, kāpēc jātērē Jēzus? Зачем Его кровь выливать? Kāpēc jāizlai viņas asinis? Зачем Ему умирать? Kāpēc viņam ir jāmirst? Вот это трата, Tas ir tēriņš. не правда ли? Vai ne? Такую драгоценность. Tādus dārgus. Жизнь Божьего Сына. Dieva dēla dzīvi. А Он сделал это Bet viņš to ir izdarījis. для каждого из нас. Katram no mums Вылил izlēja кровь asinis. для нас. Mums. Вы знаете, любовь, она не ведет таких подсчетов. Ziniet, mīlestība neskaita to. Вот сколько это стоит? Cik tas maksā? Любовь не ведет таких подсчетов. Mīlestība to nedara. Если Иисус пролил за меня такую драгоценную кровь, Ja Jēzus manis dēļ ir izlējis tik dārgās asinis, то тем более я tad vēl vairāk es могу пожертвовать для Него, varu ziedot viņam, а предложение закончите сами. bet teikumu pabeidziet paši. Давайте помолимся.